История первого абхазского мобильного оператора началась 14 лет назад с небольшого коммутатора, который обслуживал 10 тысяч абонентов. Уже через 2 года, в 2005-м, коммутационное оборудование пришлось заменить на более емкое, способное связать 500 000 абонентов. Постепенно сеть росла и развивалась, так же, как и мобильные технологии. В 2008 году, когда в соседней России еще даже не мечтали о 3G, компания «Аквафон» установила в Абхазии оборудование 3-го поколения. Абоненты «Аквафон» получили возможность пользоваться высокоскоростным интернетом и совершать видеозвонки. За 3-м поколением последовало 4-е. И опять «Аквафон» одним из первых в странах СНГ предложил своим абонентам оценить преимущества стандарта LTE. Около 3 лет назад руководством компании было принято решение о глобальной модернизации с полной заменой всего оборудования и переходом на нового производителя. Этот процесс достаточно сложный, долгий, он обсуждался и на основе тендера между 2 крупными производителями в мобильной отрасли. Вели мы переговоры, и вот она завершилась 2 года назад. После этого были заключены определенные договора, и мы получили оборудование, и с начала этого года, где-то со 2-го квартала, фактически началась горячая фаза модернизации. Она началась с замены оборудования ядра, которое расположено в ЦОДах и автозалах нашего технического комплекса. Это помещение – святая святых компании «Аквафон». На эти мониторы поступает информация со всех базовых станций и устройств, обеспечивающих работу сети «Аквафон». А за этим стеклом – центр обработки данных. Там хранятся серверы с персональными данными абонентов, а также различное IT-оборудование, благодаря которому мы с вами можем говорить по мобильному телефону и пользоваться интернетом. Сам центр обработки данных расположен в помещении, спроектированном и построенном согласно самой высокой степени защиты. Он обеспечен 2 независимыми вводами электропитания, подключен к 3 генераторам мощностью по 1 мегаватту каждый. Вход в него строго запрещен. Внутри центра обработки данных поддерживается идеальный температурный режим. Его малейшее нарушение может вывести из строя многочисленные серверы, роутеры и коммутаторы. Сообщения об ошибках молниеносно поступают на экран, в том числе с 200 базовых станций, расположенных по всей Абхазии. Мы видим ошибки, которые приходят на базовую станцию. В частности, например, сейчас мы видим, что на базовой станции выключили свет. Вот так вот, допустим. Вот сейчас вот, алло, да. Дурипш, там уже, по-моему, свет дали, нет, Дурипш-1 также обесточен, там слабое напряжение. Следующим этапом модернизации стала замена оборудования на базовых станциях. Базовая станция из чего она состоит? Из антенного сооружения, там какого-то контейнера, помещения аппаратное или там шкафа и пол. Все это оборудование демонтировалось, которое было старое оборудование другого производителя. Антенные сооружения, если была в этом необходимость, вносились у них какие-то конструктивные изменения, выполнялся мелкий частичный ремонт, окраска. После этого прокладывалось оборудование, устанавливалось новое оборудование, прокладывались питающие оптические кабели. Все это фиксировалось, зажималось специальными конструкциями, зажимами специальными. И потом уже, собственно, в самом помещении велась работа по монтажу блока обработки частот или системного блока. Сложность заключалась в том, что замена оборудования происходила при полностью работающей сети. То есть сначала отключалась одна половина станции, производилась замена и запуск нового оборудования, а затем то же самое повторяли на второй половине. В период, когда станции работали не в полную мощность, абоненты «Аквафон» могли ощутить некоторые неудобства, в том числе ухудшение сигнала или качества связи. Такая глубокая модернизация, есть наименование СВАП, принято его так называть, то есть это всеобщая замена всего оборудования с одного производителя на другое. Она
совершенно безболезненно проходить просто не может по сложности своей процедуры, связанной с тем, что надо его полностью отключать и менять на другое. А заменить, не отключая, что невозможно, это, понимаете, его же вообще надо демонтировать старое, смонтировать новое. После этого приходят наладчики, которые проводят интеграционные работы, после этого приходят оптимизаторы, которые проводят оптимизационные работы. То есть этот процесс очень сложный, но мы сделали все для того, чтобы оно наименьшим образом отразилось на наших абонентов. Если все равно она вызвала некое недовольствие, то мы приносим свои изменения. Мы постараемся в ближайшие годы улучшением качества смягчить ваши отношения к нам. В данный момент модернизация сети «Аквафон» полностью завершена в восточной и центральной части Абхазии. В Гудаутском и Гагарском районах новое оборудование установлено, но еще находится в процессе оптимизации. И только в городе Гагра работы начнутся с Нового года. Сложный рельеф и близость станций к жилым объектам требуют более тщательной подготовки. Для того, чтобы между нами и нашими абонентами было большее доверие, мы включили вот наш договор замены обязательно 2 пункта. Это мы для этого и подготовились. Мы купили специальное оборудование, которое измеряет нормы излучения на квадратный сантиметр. Купили дорогостоящие программное решение, которое на стадии проектирования может определить зону застройки, зону обслуживания, ограничения застройки, ограничения обслуживания по каждой площадке. То есть туда вводятся параметры передающих средств, устанавливаемых на этой башне, высота башни, азимуты и коэффициент усиления передающих антенн, как секторных, так и радиорелейных, и система высчитывает, какая зона ограничения застройки и зона ограничения обслуживания, зона ограничения проживания, то есть указывает, на каком расстоянии не должны люди проживать, или на каком расстоянии нельзя подходить близко для обслуживания, или строить какой-то объект. По предварительным данным, в регионах, где сеть была успешно модернизирована, показатели покрытия, емкости и пропускной способности увеличились как минимум на 20%. Новая сеть реализована на платформе Атай, которая характеризуется повышенной масштабируемостью, отказоустойчивостью, управляемостью. В разы возросла пропускная способность сети, также применены новые транспортные решения. Новейшее оборудование позволит в кратчайшие сроки внедрить самые современные услуги и технологии связи. Уже сейчас жители Сухума могут воспользоваться технологией LTE Advanced и получить услуги, ранее доступные только пользователям сети фиксированной связи. Большое внимание компания «Аквафон» уделяет технологии 4G или LTE. Сеть LTE позволяет внедрять новейшие приложения, работа которых в других сетях была бы затруднительна или даже невозможна. В прогрессивных странах такие приложения уже созданы и работают в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и в сфере общественной безопасности. LTE у нас сейчас работает в 3 диапазонах. Это в диапазоне 800 МГц, это который осуществляет глобальное покрытие, в диапазоне 1800 и 2600. Также впервые нами на нескольких сайтах в городе реализован стандарт LTE+. Это когда происходит агрегация 2 станций LTE, и человек, и абонент может получить скорость теоретически до 300 мегабит в секунду. Контракт с производителем оборудования подписан на 7 лет, и модернизация, которая сейчас практически завершена, это только начало. В ближайшие 5 лет компания «Аквафон» планирует увеличить количество базовых станций в 2 раза. Что это нам даст? Это даст более плотное покрытие по всей территории Абхазии. Вот сейчас все вы знаете, что вот в городе интернет работает лучше и голосовая связь чище, а в селах это не совсем так. Мы хотим довести
покрытие примерно и в селах на уровне городских. То есть человек, наш абонент, где бы он ни находился, в каком районе Абхазии, чтобы ему была доступна высокоскоростной интернет и качественный голос. Сегодня компания «Аквафон» – это 160 тысяч абонентов и более 300 сотрудников. В самом масштабном проекте модернизации оборудования сети «Аквафон» принимали участие многие специалисты – инженеры, техники, монтажники и программисты. Это люди, которые своими руками создают технологии будущего для жителей Абхазии. Но есть еще сотрудники многочисленных отделов и департаментов компании «Аквафон», чей тихий, самоотверженный труд порой незаметен абоненту. Но именно эти люди являются основой, движущей силой и душой компании «Аквафон». Хотел бы выразить благодарность команде, осуществлявшей проект СВОП, за проделанную работу. Только ваши глубокие знания и профессионализм позволили успешно выполнить проект в поставленные сроки. Также хотел бы поблагодарить абонентов за терпение и доброжелательность. Несмотря на все приложенные нами усилия, избежать перерывов в связи было невозможно. Большое спасибо, мы работаем для вас. Надежда Боровикова, Сосрыкуагуха, Абаза ТВ.